Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagos Media. Это проект «Единомышленники». Ставьте лайки нашим видео, если вы нас смотрите. Делитесь с друзьями ссылкой на это видео. И подпишитесь на наш канал. Это помогает нам продвигать наш контент. И сегодня мы будем говорить, как нам кажется, о важном. И будем говорить с одним из тех людей, кто задает неудобные вопросы. Чаще всего эти вопросы задаются депутатам Народного собрания Гагаузии, членам исполнительного комитета. И что думает человек, который профессию журналиста носит в себе уже несколько лет подряд и доносит до нас нужную информацию? Об этом будем говорить сегодня. Полагаем, что это интересно всем. Не оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну и не забывайте про лайк, еще раз напомню. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии журналист радио Молдова Камрад Елена Челак. Лена, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Наверное, надо добавить к этой приставке, которую только что Лена Федоровна сказала, еще журналист-расследователь, потому что лично я люблю ваши расследовательские материалы, я за ними наблюдаю, потому что, как мне кажется, они передают суть того, что происходит в автономии. Это очень важно. И нашу дискуссию мы предлагаем начать с форума. Его назвали «Все молдавские организаторы». Мы, конечно же, наблюдали и посмотрели то, что можно было увидеть где-то на страничках Facebook или на других каких-то платформах. Но вы непосредственно присутствовали, видели изнутри, как проходил этот форум. И давайте вместе посмотрим со стороны глазами на это мероприятие. Мне так хочется попросить нашу режиссерскую, чтобы задержали еще эти фотографии, потому что мы очень хотим, Лен, чтобы вы нам рассказали, и нам, и всем нашим зрителям, какая атмосфера была внутри. Вы находились вот внутри этого, как нам кажется, очень маленького помещения. Ну, начнем с того, что я пыталась найти, где это все происходит, потому что это не запланировано у них было. Они сначала планировали в других местах, не знаю, по какой причине им запретили. Не уверена, что, может быть, они не брали разрешения. Но нашла я их наконец-то, пришла. Первое, что бросилось в глаза, это лица, которые обычно участвуют на митингах. Это не только митинги Шура, это митинги, которые Михаил Влах обычно организует в целом, то, что происходит в Гагаузии. Эти лица и первые ряды, конечно, это представители из Кишинева, но не официальные представители, а пророссийских партий преимущественно. Вот, было очень интересно с ними пообщаться. Я, конечно, дожидалась любого момента, где их можно выловить. С некоторыми удалось пообщаться. Да, мы видели. Но такое общением просто назвать невозможно. Это была атака, на мой взгляд. Госпожа Фортуна вот не хотела, об этом интервью, да? Не хотела комментировать тактично, связана ли она с Шором, получала ли она деньги финансирования, и их партия в целом, насколько она самостоятельна. То есть можно было просто ответить, что если вы самостоятельны, мы самостоятельны, если вы не получаете деньги незаконные, мы не получаем. Ну, это превратилось сейчас вы подсказываете им, в следующий раз именно такие ответы вам и будут давать, и не только Фортуна, между прочим. А почему вот именно такой был ответ, на ваш взгляд? Я думаю, что, возможно, убегая от репортеров, не знают, что ответить. Может быть, другой вариант, они уже настолько не знают, как себя оправдать, если, конечно, там есть основания для того, чтобы, если они как-то связаны. Как себя вести. Хотя журналистские расследования показывают, что они все-таки связаны. И поэтому не хотят, чтобы им задавали такие вопросы. Может быть, они хотят какие-то другие политические программы, у них есть цели, не зря они приехали в Гагаузию, и тут задают неудобные вопросы. То есть, когда есть журналисты, которые задают вопросы конкретно, что им нужно, иногда создается впечатление, что вопросы скоординированы заранее. А тут неудобные. Да, а давайте все-таки вот погрузимся, вернее, мы вас попросим погрузить нас и наших зрителей вот в ту атмосферу, в которой вы побывали. Сколько времени длился этот форум? Он длился около 2 часов. Все началось с заявления Михаила Влах. Он зачитал обращение Башкана. То есть он начал?
Да. Он сказал о том, что компромиссное постановление Народного собрания ни в коем случае нельзя принимать, потому что это риск для лишения автономии. Так считает Евгения Гуцул, якобы через письмо, которое передали. И что ни в коем случае не нужно соглашаться, нужно идти напролом, нужно настаивать, чтобы по своему законодательству. И там даже было заявление о том, что единственно правильный закон – это закон гагаузский, а другие все молдавские законы касаемо избирательного процесса, они незаконные, потому что они противоречат гагаузскому закону об особом правовом статусе в том числе, и потому что если не привели в соответствие, значит, все, мы не должны подчиняться. То есть была такая атмосфера, как будто бы мы отделились уже, как будто бы мы отдельное, какое-то маленькое государство, и если слушать, все объединить, да, такая атмосфера, что нас хотят ущемить, и нам обязательно нужно идти самостоятельно. Допустим, теория, что нас хотят ущемить, она очень давняя. Как минимум с 23-го года она... Даже не с 23-го. Начала еще Ирина Влах за 2 года до завершения мандата Башкана. Но все еще сейчас это продолжается. Для чего это нужно им? Я думаю, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в очередной раз. Куда дальше? Наверное, есть куда. Не зря столько раз вспоминали о том, к чему пришли, когда появилась автономия, что перед этим была Гагаузская республика, что мы согласились на такие-то условия. Мы договорились с Кишиневым. Неужели вы, Кишинев, хотите, чтобы что-то изменилось и чтобы начался конфликт? Как будто бы намекают, что что-то может начаться снова. Если мы говорим о законе об особом правовом статусе Гагаузии, да, это же был результат именно компромисса принятия этого документа. И сейчас то мероприятие, о котором мы говорим, оно как будто бы подчеркивало другой нарратив. Компромисс не нужен, мы решаем сами. Компромисс, мы против компромисса, мы против этого документа, который предполагает определенный компромисс. Не создалось ли у вас впечатление, что собравшиеся как раз-таки и целью было этот компромисс, который наметился между центром и Камратом, его дискредитировать? Да, были заметны такие, потому что помимо того, что было заявлено на этом, так называемом форуме, еще критиковали и заместители вице-спикеров Народного собрания за то, когда они призывали принимать этот компромиссный документ, говоря о том, что он ущемляет интересы Гагаузии, и на самом деле никакого компромисса нет. Назывались фамилии Орман? Орман же тоже говорили, самый частый фейк о том, что этот документ подготовил Кишинев, и что Народное собрание никак не участвовало, и что там исключительно требования Кишинева. Да, призывали и говорили и на этом форуме, и вне форума о том, что если принять этот компромиссный документ, то все это ликвидация, и принимайте обязательно альтернативный, идите по тому законодательству, которое есть в Гагаузии, и ни в коем случае не принимайте никакие-то советы, не соглашайтесь с то, что говорит Кишинев. Давайте посмотрим на первый ряд, на фотографии. А почему форум, собственно говоря, назвался всемолдавским? У вас появился ответ на этот вопрос, как у журналиста, который был на этом форуме? Может быть, сами участники говорили об Они этом? аргументировали тем, что есть представители других партий. Я думаю, они так назвали для того, чтобы показать уровень, как будто бы это так масштабно и значимо. Но масштаб на 60 человек, Лена Федоровна вчера, по-моему. Смотря кто как снимал и фотографировал. Там было очень много журналистов, кстати, забавно было. Они все ушли вслед за Тарлевым. Наверное, они пришли с Тарлевым, потому они ушли с Тарлевым. То есть каждый приходил с своими журналистами. Он не был до конца этого мероприятия. А Михаил Влах пришел с ГРТ или ГРТ пришло само по себе, вы не заметили? Не заметила, когда пришла, он уже выступал. А ГРТ было до конца этого мероприятия, присутствовало или ушли? ГРТ было... Одна камера была до конца. Кто-то приходил, уходил. Они не с одной камерой То есть они не с одной приходили. Видимо, там делаются различные репортажи. Мы будем еще об этом говорить. Очень хочется вернуться к ГРТ, но чуть позже. Сейчас мы говорим об этом форуме. Наверное, ожидалось, что на этом форуме будут и представители, допустим, партии социалистов, партии коммунистов, будет, возможно, Ирина Влах, будет, возможно, допустим, Иван Кюксал, как экс-депутат парламента, человек, который очень ярко сейчас представлен в последнее время на разных площадках. Да. Но их не было. И видно было, что некоторые организаторы
выступали с претензиями по отношению к тому, что их нет на этом форуме, и они занимают какую-то отстраненную позицию. Что вы по этому поводу можете сказать? Я думаю, что, с одной стороны, пытаются, может быть, перетянуть электорат о том, что, посмотрите, может быть, убрать каких-то конкурентов, что якобы там уже этим политикам вы не интересны, посмотрите, здесь такое ущемление, опасность, они даже не заинтересованы, не делают никаких заявлений, на встречи не приходят, а вот мы пришли, и там Фортуна даже, можно сказать, требования выдвигала Тарлеву о том, что направьте инициативу в парламент, Конституционный суд, чтобы защитить Гагаузию. Она даже просила: пообещайте сейчас здесь. Он, кстати, не пообещал, сменил тему. Но вот он не приезжал, чтобы пообещать Фортуне что-то. Фортуна возглавляет одну партию, он возглавляет свою партию. Что же он будет теперь? Принимать указания от лидера партии Молдова, как называется ее партия даже? Молдова Мари. Да. Да. Я, вы знаете, что хочу вернуться к персонам, которые есть в зале. Почему? Потому что, мне кажется, это очень важно. Помните, когда Фортуна приезжала в Народное собрание Гагаузии, проводился тоже какой-то там съезд, как они это называли, круглый стол, по-моему, тогда они просто это назвали. Лица были Фортуны, Степанюк, еще несколько лиц, и те же представители общественности, Михаил Влах и прочие, но были еще Николай Терзи, Валерий Янегло тогда тоже был, по-моему, да. И сейчас я вижу те же лица. То есть других-то лиц нет. Это первое мое такое мнение об этих собраниях, которые они проводят, как бы они их ни называли, форумы, съезды, собрания или круглые столы. И второе. Почему в этой, скажем так, в этом очень маленьком помещении, как кажется, ну вот исходя из видео и фотографий, собрались люди, средний возраст которых такой же, какой бывал на протестах, которые собирали Шор, а после, дескать, ухода Шора еще Михаил Влах и Илья Узун. Почему средний возраст вот такой? Как это объяснить? Говорит ли это о том, что эти лица со своими мероприятиями вообще не интересны гагаузской общественности другого возраста? Насчет категории лиц, которые повторяются, я думаю, что молодежи не нужны такие сборы. Не знаю даже, как их наверное, назвать. молодежи вообще ничего не надо. Потому что все в этот день занимались своими делами и в целом. Учеба, работа. Кому нужно ходить на эти мероприятия, где призывают не к диалогу, где говорят о постоянных опасностях, о том, что у нас все плохо, и, в общем-то, не предлагают никаких решений, а только негатив для того, чтобы накачивать людей на протестное движение. Но эти люди, может быть, если пенсионеры, у них есть время, возможность, не знаю, кому-то может скучно, кого-то, может, сумели убедить. Кто-то есть из кругов, которые имеют отношение к становлению автономии. Может быть, они действительно искренне считают, что грозит опасность. Но я вот собираю воксы периодически, и я понимаю, что и в целом люди не понимают, что происходит. Не понимают. А многие даже не хотят вовлекаться, считают, что их все обманывают. И это очень много энергии и ресурсов у них уходит для того, чтобы понять и разобраться. И они просто говорят, мы ничего не будем слушать, мы живем своей жизнью. Это самое грустное, что я могу Оставьте услышать. нас в покое, да? Да. Мне показалось, что это мероприятие было сделано с одной целью, чтобы расширить круг тех людей, которые говорят о том, что автономия решает прав, что у нас есть своя позиция. То есть после того, как Илон Шор объявил о том, что он уходит, ушел ли это другой вопрос, но в одно время мы видели лица только двух человек, Михаила Влах и Ильи Узуна. Затем появилась вот эта платформа, потому что нужно было расширять количество людей, которые говорят одно и то же. А теперь мне кажется, что всемолдавский вот этот форум они собрали для того, чтобы еще притянуть к себе людей. Но меня удивило среди всех тех нарезок, которые были в социальных сетях, я не нашла ни одного выступления тех людей, которые там сидели за третьим, четвертым, пятым, шестым рядом и со слов Ильи Узуна представляли отцов-основателей автономии. Может быть, они выступали, вы там были? Они не выступали. Более того, я скажу, перед тем, как я пыталась найти это место, где они проводят, на нескольких углах, на перекрестках я видела общественных активистов, как они себя называют, и среди них были как раз участники становления автономии. Я спрашиваю, почему вы не на мероприятии? Они говорят, там мало места. То есть еще больше людей было? Мы не можем пойти, там нет для нас места. То есть для таких людей нет места.
Почему? Они стоят и сами о чем-то говорят, они даже а в этом зале стоят люди, сидят, которых привлекли из Кишинева, которые никакого отношения не имеют. Но потому что назвали все молдавским, надо было бы кого-то из Кишинева. Оправдывать название. Оправдывать название. Знаете, меня что удивило? Валерий Янегло выступал на этом форуме? Не помню, чтобы он выступал на тот момент, который я успела посетить. Да, я не продолжу свои мысли, у меня есть какие-то мысли, я не продолжу. Понаблюдаем за тем, кто выступает на подобного рода форумах. Я хочу всего лишь вернуться к тому, что давайте послушаем одного из тех, фамилия которого Кичук, фамилия, да, мы увидели эту нарезку в социальных сетях. Давайте посмотрим, и мне кажется, что есть очень много вопросов по тому, кто сидел за первым рядом. То есть первый ряд – это главные лица, которые, ну не знаю, там обозначают этот форум. Но, простите, давайте послушаем сейчас это видео и потом поговорим. Чем больше языков человек знает, тем лучше, конечно. И здесь я бы хотел отметить, что нет в мире таких сепаратистов, вот, ярлык которого хотят приклеить к Гагаузии, который требует исполнения закона, который требует исполнения Конституции. Насколько это правильно. И когда мы въезжали в Гагаузию, значит, мы сразу сказали, это якорь нашей государственности. Есть Гагаузия, есть Молдова. Не будет автономии Гагаузии, есть большие проблемы и с будущим Молдовы. Мы с Еленой Федоровной подумали, кто этот человек? Его представили как правоведа. Не сказали, кто он, откуда, но сказали, что раз он правовед и знает законодательство, его обязательно нужно послушать, человек понимает, что говорит. Да, Значит, он говорит а вот люди, которые живут в Гагаузии, которые избирали депутатов себе, у которых есть претензии к этим депутатам, что они игнорируют заседания НСГ, либо прогуливают, либо бойкотируют, эти люди не понимают. То есть почему я говорю, кто этот человек? Но таких людей много. Вот тут же сидит из Бессарабяски, по-моему, господин Чимпаеш, который сидит в первом ряду, он тоже выступал и тоже с такими же речами выступал. Гагаузии угрожает чуть ли не ликвидация, не такими словами, но как-то так. Вот я пытаюсь понять, что вы хотите? Один проживает в Кишиневе и раз в 10 лет приехал в Гагаузию для того, чтобы поучаствовать в этом форуме. Другой благополучно был с одной партией, с другой партией. Теперь я не знаю, с какой партии господин Чимпаеш. Бога ради, это его личное гражданское дело. Он может бывать в каких партиях он хочет. Но у тебя в Бессарабяске тоже есть очень много проблем. Очень много проблем. Если уж ты хочешь там помочь своему сообществу. Что ты делаешь в Гагаузии? От кого мы, гагаузы, должны принимать эти советы? И почему этот форум названный? Вы знаете, мы его сейчас обсуждаем не для того, чтобы придать весу. Но на самом деле, обсуждая, мы как бы и придаем вес этому форуму. Но мы задумали это обсуждение хотя бы для того, чтобы жители Гагаузской автономии понимали, когда делают какое-то большое помпезное событие, надо посмотреть, что они хотят. И кто с нами говорит? Но неужели госпожа Фортуна, господин Чимпаеш из Бессарабяски, Кичук, который только что выступал, эти люди лучше знают, какие есть в Гагаузии проблемы? Кстати, у нас здесь очень интересный момент, на который хотелось бы обратить наше внимание. Наши же очень часто говорят о том, что Кишинев, центральные власти вмешиваются в жизнь автономии. То есть это люди, которых избрали жители Молдовы, и они имеют право интересоваться, задавать вопросы, выступать с какими-то предложениями, потому что представляют всю страну. Но сейчас к нам сюда приходят люди, которые, действительно, какое отношение они имеют к Гагаузии? И если взглянем чуть-чуть назад, мы увидим и историю с Иваном Шором, тоже человеком, который не имеет никакого абсолютно отношения к Гагаузии, но его взгляды, мнения, даже его ставленников здесь в Гагаузии принимали. То есть вопрос к организаторам, которые говорят о том, что нам нельзя, и никто не имеет права нам что-либо диктовать, мы сами с усами. Как стыкуются все эти нарративы? Там было предисловие, которое, может быть, объясняет, по их мнению, все, что сейчас сказали, происходящее. Упоминались некоторые фамилии экспертов, которые говорят, якобы они знают историю, якобы какие-то эксперты появились в Гагаузии, якобы журналисты, якобы все. И вот их слушать не надо, потому что они лгут, и они против Гагаузии. Вот у нас есть свои эксперты, свои люди, которые разбираются в законодательстве. И вот посмотрите, они не только из Гагаузии, они из различных районов.
И посмотрите, они говорят все одно и Авторитетные то же. люди. Да. Авторитетные. И значит, из разных районов люди, говорящие одно и то же, наверное, это все-таки правда. Ну, потому что, если там когда они нашли какой-то- сторонников здесь, можно привлекать из других регионов. А кто играл роль первой скрипки на этом мероприятии, можно узнать? Ну, вот Михаил Влах обозначил, Не зачитал... Дмитрий Кисеев, да? Нет, Дмитрий Кисеев потом. А Влах зачитал обращение Евгении Гуцул. Ну, это сейчас и на заседании исполкома они начинают Ну, сначала это- с обращения. я уже это не уже по стала бы- традиции. Вы думаете, что Михаил Влах первая скрипка? Когда я говорю о первой скрипке, я имею в виду, кто это мероприятие модерировал, кто начинял нужными подтекстами те или иные, предоставить слово, там, сделать выводы после какого-то выступления. Кто Ну, это делал? Иван Бургуджи. Но Иван Бургуджи. Мгм. он выступил, конечно, в конце. Я не видела, чтобы он как-то модерировал и как-то подпитывал всю атмосферу. Он просто модерировал. Но Фортуна – это уже отдельный разговор. Каждый выступающий, который был у трибуны и что-то говорил, она вот так, как, знаете, вот дети, когда выступают, и мама подсказывает, и очень не хочет, чтобы человек ошибся. И она сидит, машет головой, да, как будто бы подтверждает. И человек только запнется, что задумается, и она как будто, я даже заметила в каких-то моментах, как будто знаки пыталась подать. Я не знаю, может быть, она им помогла выступать. А она была единственной женщиной в зале среди участников этого форума? Ну, среди активных таких выступающих, да. Я посмотрела на эту фотографию, там в зале сидело около 5-6 женщин еще. Но мое внимание привлекло отсутствие депутатов Народного собрания Гагаузии. То есть может, они не были? было, может быть, они и были. Нет. То есть я на этой фотографии не увидела ни одного. Их не было, их очень критиковали за то, что отсутствуют, и тоже говорилось, вот видите, они сговорились с Кишиневым есть ради они тоже ликвидации предатели, враги, да? Гагаузии. Да, они враги, говорили про примаров, что те тоже враги с Майей Санду. Лен, давайте подытожим. Вот, как вы считаете, нет Додона, как перечислила, там не было ни Додона, ни партии социалистов, ни депутатов от социалистов, ни Ирины Влах, которая тоже очень переживает за Гагаузию и могла бы быть на этом всемолдавском форуме, потому что она лидер молдавской партии. Не было Ивана Кюксал, вы перечислили. Не было еще других активистов, которые другую точку зрения преподносят. И не было в том числе ни Орманжи, ни тех, кто продвигал, скажем, это согласительное постановление, которое было в Кишиневе обсуждено и принято. Как вы думаете, к чему, на какие мысли вас это наводит как журналиста? Вот нет этих людей. Вы как журналист делаете информацию, и вам не хватало, да, этих мнений? Я думаю, Ирине Влах, Додону и другим личностям совершенно неинтересно было на этом мероприятии. По-моему, на мой взгляд, Шор так дискредитировал все свое окружение, что появляться в этом окружении уже не стоит. Даже Влах не была и на инаугурации Гуцул не зря. Наверное, уже понимала, что ну зачем пачкаться. Она понимала, что будет в дальнейшем. Они не пришли, и я не вижу, чтобы они в каких-то других площадках как-то дискутировали и взаимодействовали. Нет, только вот лица, которые приближены к Шору, которые были заметны еще на башканских выборах. Да. Вот они и продолжают своей такой группой небольшой. Это не испугало госпожу Фортуна. Она была здесь, присутствовала. А где же еще бывает госпожа Фортуна? Я вообще думаю, что единственное место, где она реализовывает себя просто как политик, у которого есть трибуна, где она может говорить, это только что-то в Гагаузии, понимаете? Потому что здесь для нее собирают аудиторию, в других местах она должна сама собирать, а здесь для нее собирают, ее приглашают. Я очень хорошо помню, если мы сможем потом выдадим фотографию хотя бы, да, или кусочек видео с той встречи в Народном собрании Гагаузии. Они же, ну, в зале заседания Народного собрания Гагаузии, не с депутатами, а это был вот это их круглый стол, когда Фортуна была таки первой скрипкой. И сейчас я думаю, что Фортуна нужна этой команде, вот, которую мы видели на этом форуме, нужна для того, чтобы спасать ситуации. Почему? Как мне кажется, она несет в себе человеческое и женское обаяние, которое очень нужно в такой тоскливой картинке, которую создают эти 60 человек, сидящих в этом зале, очень нужно обаяние. Почему я спросила, а выступали ли, то есть если выступает Фортуна, если Фортуна помогает другим выступающим жестами, какими-то аффирмациями еще, а господин Янёглу почему не выступил? Вот мне очень интересно. Человек, который 8 лет был заместителем Башкана Фармузала, человек, который создавал гагаузскую партию, человек, который почему-то эту партию потом
продал, отдал, передал, неважно, но гагаузской партии больше нет. А Енёглу все еще продолжает говорить о том, что нас чего-то лишают, чего-то там не додают. Очень интересные эти персонажи, как мне кажется. Насчет кто участвовал, действительно, повторюсь, там не было участников становления. Единственное, что Киндигеляна включили по телефону, это уже неоднократно, и он так довольно радикально говорит о том, что не позвольте для того, чтобы ликвидировалась автономия. Мы не зря ее добивались. Не слушайте Кишинев, он прямым текстом говорил на другом мероприятии. Да кто такой вообще этот Пастика? Что такое ЦИК Молдовы? Что это за вообще такая структура? То есть вообще полностью дискредитировать для того, чтобы никаким образом не то что не сотрудничали, просто не работали, ведь мы не отдельное государство. А что касается Фортуны, да, и в прошлый раз, и в этот раз, в прошлый раз она более явно так лидировала, а сейчас как-то дали слово и другим, но было заметно, что она так подпитывала атмосферу, периодически она самовольно вставала и не передавали слово. Вставала, что-то говорила, предлагала кому-то выступить. Это важно. У нас есть одна мысль, высказанная ей на этом форуме. Давайте послушаем и об этом тоже поговорим. Все знают о законе, присоединении, поселок, мэрии. Однако у этой реформы есть другая цель, о котором вам никто не скажет. На самом деле, одной из главных целей изменения является автономия Гагаузии. Продвигая объединение мэрии и административно-территориальную реформу, власть пытается показать, что прежняя система управления больше не соответствует современным реалиям и должна быть изменена. Одновременно создаются условия для того, чтобы представить специальный закон об особом статусе Гагаузии как устаревший и нефункциональный. И вы увидите, они мирным путем просто аннулируют статус автономии Гагаузии. Именно поэтому не позволяют в полной мере, чтобы вы поняли, реализовать избирательное право автономии. Именно поэтому оказывают давление на Башкана, бедную женщину, которую вы выбрали. Что они сделали? Просто отправили в тюрьму. Здесь очень интересен тот факт, что вот эта вся реформа, которая проводится на территории всей Республики Молдова госпожой Фортуна, показана как одной из главных целей этой реформы лишить Гагаузию своего статуса. То есть это удивительно. Конечно, они не будут говорить о реальных целях для того, чтобы примарии становились более независимыми, чтобы было больше финансирования, для того, чтобы людям было удобнее, чтобы вот как предлагаются единые центры информирования, консультирования, всего остального. Конечно, они не будут об этом говорить, говорят о том, что все ликвидируется Гагаузия, и это первая, единственная цель, как она заявила. А не зря они сразу говорят про Башкана. Посмотрите вашего Башкана, что с ней сделали. Вот такой прием манипуляции, когда говорят о каком-то событии, вот да, вынесли приговор. И тут же другое событие приплетают, включают эмоциональный контекст, и все, люди, наверное, начинают сочувствовать, сопереживать и думать, а вдруг действительно мы останемся? Ведь Башкана арестовали, приговорили, а вдруг и Гагаузию тоже ликвидируют? Вы знаете, у меня есть вопросы к тем, кто рядом с Башканом стоял, и кто подвел Башкана к такой ситуации, в частности, Михаил Влах и Илья Узун, которые обещали, что они до последнего будут с Башканом. То есть они должны были каждый день находиться у 13-й тюрьмы. Вот это было бы тогда так, как они заявляли, да, что это мы будем всегда с Башканом. Не сидеть в удобных кабинетах, не спать ночью в теплых постелях, а находиться там, где вы обещали этому человеку, тогда, когда вы задумали вместе какие-то сценарии. Это моя гражданская оценка тех обещаний, о которых говорили вот эти двое. Но меня интересует еще другой вопрос. Вот только что Елена Федоровна говорит, Фортуна сказала, ликвидирует гагаузскую автономию. Все это делается для того, чтобы уничтожить автономию. Михаил Влах, вы говорите, что вы пришли тогда, когда он уже выступал, он сказал такую фразу: эти самозванцы, которые руководят сегодня Молдовой. То есть я сижу и думаю, такая риторика и агрессивное предложение от господина Киндигеляна, который, как вы говорите, выступал по
видеосвязи или как. То есть вот эти радикальные заявления, вот такая, это не просто критика, да, название самозванцами, потому что я не голосовала за Башкана Евгению Гуцул, но я как гражданин точно знаю, что я не имею права называть ее самозванкой, хотя бы потому, что за нее голосовали люди в Гагаузии, и это решение утвердил суд. То есть я это понимаю как гражданин, я не могу себе это позволить. А почему таким людям, которые собирают массу людей, позволительно называть самозванцами тех, кто руководит сегодня страной? Непозволительно. Наверное, они делают, чтобы дискредитировать авторитет. Они постоянно это заявляют, и не только представители из Гагаузии. Говорят постоянно, не конституционной власти Республики Молдова, то потом лишили автономии Башкана, не конституционной власти еще что-то сделали. А насчет упомянули протестов Шора и то, что обещали поддерживать Гуцул. Кстати, протесты перед тюрьмой прекратились именно в тот день, на следующий день, когда Шор сказал, что сворачивает все свои так называемые социальные программы. Сказали, что Евгения Гуцул из тюрьмы передала, что такие погодные условия, люди не выходите и не мучайтесь, но интересно совпало с отсутствием финансирования. Лен, вы еще и юрист по образованию, да? И вот если такого рода высказывания существуют, есть ли какая-то юридическая ответственность за это? Насколько я знаю, нет юридической ответственности. Я не вижу на практике, чтобы это как-то применялось. Оскорбления, они постоянно повторяются, и ничего за это людям никаких последствий нет, как и до сих пор за многие акты дезинформации. Только сейчас думают и принимают для того, чтобы как-то контролировать то, что пишут люди в соцсетях в том числе. А в отношении таких заявлений нет, еще очень много нужно поработать. А тогда, когда эти же люди говорят, что мы живем в несвободной стране, у нас нет свободы слова, как это вы как журналист, как это объясняете? Объясняю тем, что кто-то говорит из-за отсутствия информации, анализируя, что вот закрыли какие-то каналы, значит, у нас нет свободы слова. Они не понимают, что там была дезинформация, угроза, и там были призывы к ненависти, к войне и очень агрессивная риторика. Не понимают, что если вы можете писать такие гадости в комментариях, обзывать и угрожать первым лицам, кстати, за угрозы, конечно, могут привлечь, то если вы можете писать оскорбления и дезинформацию, значит, все-таки в свободной стране, раз вас никак не могут привлечь. Да. Давайте подведем итог и скажем, а вот каков коэффициент полезного действия вот этого форума, на ваш взгляд? Никакой. Вот, никакой. Смотрите, мы этому отдали достаточно времени, но мы намеренно с Еленой Федоровной решили, что мы хотим об этом поговорить. И вот здесь давайте подведем какой-то итог, закрывая эту тему этого форума. То есть люди проводят какое-то событие для того, чтобы оправдать те задачи, которые перед ними поставлены, или убедить людей в том, что надо как-то там действительно, как они говорят, спасать гагаузскую автономию. Вот как бы вы подытожили бы коэффициент полезного действия 0, я согласна, дырка от бублика, это можно назвать смело. Что люди должны, как люди должны понимать вот это? Пришли чужие люди, сказали о Гагаузии, они живут в других районах, они живут другими своими проблемами, в Бессарабке, в Кишиневе, не знаю еще где, но они поговорили о Гагаузии. Пришел господин Клименко, который, еще не помню с какого времени, все время, столько, сколько можно баламутить, простите, пусть и он меня простит за этот глагол, столько они баламутят Гагаузии. И что наши люди должны из этого понимать? Либо люди вообще индифферентно к этому относятся. Вы делаете воксы, общаетесь с людьми. Люди не понимают, что происходит. Многие, повторюсь, на воксах полное отстранение уже от процессов. Они говорят, мы не понимаем, что происходит. Мы знаем, что нас хотят обмануть. Они уже считают некоторые, что и в Гагаузии политики их обманывают, и в Молдове, и вообще уже отстранились от всех. И как будто бы кто-то ищет, кого уже послушать, кому уже примкнуть. Есть такое ощущение. Как сказать, запрос? Да, запрос есть. И они вот так думают, а что дальше, а кого слушать? А люди более старшего поколения говорят о том, что да что вы посмотрите, эти румыны против Гагаузии. Называют и власти румынами, и в целом думают, что там и Румыния замешана, и что самое распространенное о том, что Майя Санду не хочет, чтобы проводились выборы в Народное собрание. Примерно то же самое и на форуме говорили. Людям могу посоветовать то, чтобы они анализировали. Мы всегда говорим анализируйте, как анализировать?
Из уже чего, да, нужно где сделать что какой-то смотреть? список все-таки проверенных СМИ и слушать. Вот «Сыворотка правды» на радио Молдова Камрад, например. Анализируем каждую неделю самые распространенные фейки, манипуляции. Вот давайте дальше послушаем «Сыворотку правды» и поговорим о том, что вы делаете как журналист, потому что мы сегодня так и хотим представить во второй части этого выпуска чуть то, чем вы занимаетесь, насколько важна качественная журналистика для преодоления многих кризисов, которые есть и в стране, и в автономии. «Сыворотка правды». «Сыворотка правды» – программа о разоблачении фейков и манипуляций. В каждом выпуске только аргументы и проверенные факты. Не позволяй себя обмануть. Мысли критически. «Сыворотка правды» – твой фильтр в мире информационного шума. По понедельникам в 16:10 только на радио Молдова Камрад. В эфире программа «Сыворотка правды» на радио Молдова Камрад. С вами Елена Челак. После выхода книги Башкана Гагаузии «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» сформировалась масштабная информационная кампания, в которой уголовное дело в отношении Евгения Гуцул подается как доказательство якобы диктатуры, уничтожения автономии и гонений на русскоязычных. В распространении этих нарративов участвуют аффилированные с Илоном Шором медиа, телеграм-каналы, анонимные аккаунты, а также представители российских государственных СМИ и даже российские официальные лица. Проанализировав книгу Евгении Гуцул, выяснилось, что все посты в соцсетях и телеграм-каналах основаны на дезинформационных нарративах и фейках, которые отражены в письме, адресованном членам Европарламента. Это одно из тех писем, которые включено в книгу Евгении Гуцул, и его мы подробно разберем прямо сейчас. Отмечу, что данный выпуск подготовлен радио Молдова Камрад в сотрудничестве с порталом StopFalse МД. Да, вот почему вы решили заняться именно такой работой и что это дает на ваш взгляд? Вот с предысторией, как вообще начала заниматься, я еще в НОКТ работала и написала материал о том, когда приезжали с обысками в Камрад, это было, по-моему, в 2022 еще году, и Виктор Петров и другие некоторые политики написали о том, что все не зря там в преддверии какой-то гагаузской даты, это для того, чтобы тоже ликвидировать автономию. У них этот нарратив на все случаи жизни. Века, да, случаи жизни. И вот тогда написала статью, и как раз StopFalse заинтересовался в том, чтобы журналист писал и из Гагаузии тоже то, что происходит, потому что они уже много лет пишут то, что происходит по всей Республике Молдова. Так начала заниматься, мне это понравилось, потому что это совсем другой уровень. Не просто пойти на мероприятие, взять комментарии у разных людей, представить их позиции. Я это начинала делать и понимала, что это не соответствует действительности, то, что они говорят. И я понимала, что равноудаленность, то есть представленность разных точек зрения, этого тоже недостаточно. Но, может, все люди с разными точками зрения, каждый из них соврет. И что потом читатель, слушатель, какой вывод сделает? А формат опровержения, факт-чекинга как раз позволяет для того, чтобы с точными данными, фактами, цифрами, в зависимости от фейка, разоблачить и показать истинную картину происходящего. По сути, расследованиями журналистскими должны заниматься в том числе журналисты общественного телеканала. Как вы думаете, как журналист, почему там мы не видим как минимум таких проектов, как вы делаете в StopFalse? Я думаю, общественный канал Гагаузии не заинтересован в том, чтобы опровергать фейки политиков из Гагаузии, потому что есть определенное влияние. Есть влияние властей с точки зрения формирования того же бюджета. Кто захочет остаться без зарплат, кто захочет лишиться работы и войти в конфликт с директором, который подотчетен какой-то власти и партии, в случае, как был директор ставленник Шора. Никто не хочет этих проблем. Я думаю, привыкли записывать материалы, репортажи о том, что происходит. Пошли на мероприятие, взяли комментарий, собрали, показали и все дальше. То есть получается, что общественное телевидение работает как картинка такая иллюстрации, да? То есть они иллюстрируют эти события, они не говорят о том, что стоит за этими заявлениями, к чему они, чего они, как это стыкуется с тем, что ранее этот политик заявлял, да? То есть анализа нет никакого. Есть программы, где вроде бы пытаются проанализировать, но если посмотреть гости, которые приходят, может прийти только одна сторона.
не включают в эфир хотя бы мнение человека, если не присутствует физически, чтобы послушать другое, что говорит, или мнение эксперта. Экспертов очень редко можно услышать. Ну, последние 2-3 месяца они пытаются делать какие-то такие, я думаю, что не после... всегда. Да, не всегда. Очень интересный момент. Наверное, работа над такого рода материалами позволяет увидеть, заметить и отметить. А какие фейки в Гагаузии работают эффективнее всего? Интересно. Фейки самые эффективные, что касается каких-то принятий решений на уровне государства. Страх там, пенсии, зарплаты. Вот и очень несколько месяцев и до сих пор продвигается фейк о том, что учителей гагаузского языка увольняют. Потому что вот властям невыгодно, что мы сдали здесь гагаузский. Мы все нас хотят обменять в Румынию, и мы должны все знать Я румынский, преподаватель гагаузского языка, работаю в школе, и даже не слышала об этом. А эту мысль пытаются навязать жителям автономии. Наоборот, вы не с тех источников информируете? Нет, наоборот, я вижу всяческое открытость и Министерства образования Республики Молдова, и мы обеспечены учебниками, мы обеспечены часами, финансируется наша работа, открываются курсы. Сейчас буквально учителя гагаузского языка и литературы находятся в Турции по программе, которая была представлена правительством страны, повышает свой уровень знания языка и методики работы. И, кстати, тут есть одна вещь, Ленфернот, когда приглашаешь учителей, разных учителей в какие-то там передачи, об этом говорят многие журналисты, они не приходят. А как только... То есть они боятся разочаровать или боятся не угодить местному управлению образования. Но если были приглашены для участия в поездке в Турцию на 2 недели, я думаю, что никого не смутил тот факт, что они являются частью системы, которая работает в Гагаузии. Да, по проекту Евразия многие поехали и не видели в этом проблемы. Но это был 23-й год, и тогда, может быть, еще не до конца, как мне кажется, все учителя понимали, куда они едут, когда им предлагали уехать в Россию, в Петербург, куда они ездили. Было много поездок шоровских таких от Евразии. Не знаю, насколько кто понимал, не понимал, но у некоторых, как выяснилось, было приложение с картами ПСБ. Наверное, все-таки кто-то понимал, что это значит. Все-таки. Они не понимали пагубности. Да, наверное, мне кажется, этих карт и этой связи. Хорошо, а сейчас как гагаузскому обществу от этого очищаться? Мне кажется, рецептов нет, и мы в этой студии ничего не решим. Но для нас очень важно, чтобы мы посмотрели на то, чем живет гагаузская автономия, как люди информируются. Потому что мы тут сидим, журналисты, и задача каждого из нас информировать. Я очень часто вижу, как вы... Не только я вижу, это все видят. Вы задаете неудобные вопросы. И когда Озеров приезжал совсем недавно в Гагаузию, вы его встретили тоже в исполнителе. Я, знаете, что заметила? Вы вопросы задавали, и на ваши вопросы посол Российской Федерации отвечал. А были ли вопросы от ГРТ? Потому что микрофон ГРТ я видела, а вопросов я не слышала. Вопросов не было. Хочется. Там не только ГРТ, там были представители других СМИ из Гагаузии. Никто не задавал вопросы. Я задала первые 2 вопроса, и из уважения к коллегам я всегда даю возможность и смотрю на коллег. Они смотрят на меня, я понимаю, вопросов не будет. Я задаю следующий до тех пор, пока уже Озеров сказал, ну извините, мне нужно идти. И больше вопросов не было. И я не знаю, планировали ли они задавать, и что они хотели спрашивать, но в итоге ничего не спросили. Ну, то есть, понимаете, сейчас я выступаю как гражданин на деньги, на налоги которого существует общественная телерадиокомпания. Я смотрю ваш эфир, вами опубликованный, радио Молдова Комрат, и я вижу... Вы задаете вопросы, я слышу ваш голос, я вижу микрофон, но я не слышу ни одного вопроса от ГРТ. О чем это говорит нам, журналистам, как минимум? У общественного телевидения, которое пришло делать материал, вопросов нет. Вообще, вот не называя имена, естественно, бывает, говорят о том, что журналисты так не хочу эту тему поднимать, так жаль, что меня отправили на это мероприятие, там будет политический контекст, я не хочу задавать вопрос. Бывает и такое. Мне бы лучше на какую-то социальную тему, может, образование, что-то такое. Я не хочу лезть в политику. Они просто не хотят этим заниматься. Но они наверняка понимают, что реакция на вопросы неудобные бывает разной, и вы неоднократно сталкивались и от лица тех политиков, которым вы задаете неудобные вопросы, и от лица потом многих агрессивных людей, которые в социальных сетях комментируют вашу работу и так далее. Но, несмотря на это, вы продолжаете
И вот то мероприятие, о котором мы говорили, Всемолдавский тот форум, как назвали его организаторы, и там вы тоже задавали И благодаря вопросы. вашим репортажам мы многое поняли. Да. И вы задавали такого рода вопросы Виктории Фортуны. Что двигает вами? Быть такой смелой, потому что можно быть разными журналистами. Вы тут сказали, ой, лишь бы не на политическое мероприятие, мне бы какую-то социалку, так, чтобы не слышно, не видно, улыбаться и просто сделать какой-то репортаж. Ведь вы же читаете все то, что пишут и так далее, это не может не влиять на вас. Ну, во-первых, мне любопытно, это первое, это эгоистично может, но мне любопытно самой. Что же там дальше внутри? Вот я была даже на этом форуме, и я смотрела, наши местные, понятно уже, что скажут. Я думаю, вот выловить бы кого-то из представителей, вот как Фортуна, как Тарлев. Я действительно вылавливала, это не было не в конце мероприятия, а в середине, когда они выходили. Так вот, сначала мне любопытно. Естественно, мной движет еще то, что дезинформация есть, я ее опровергаю. И, конечно же, хочется, чтобы какой-то был эффект, и люди уже начинали разбираться. Если я вижу, что потенциальный политик может сказать какую-то ложь, я иду, чтобы взять там непосредственно у него комментарий и задать другой наводящий вопрос, чтобы уже его дело, конечно, как он ответит. Если он очень опытный, он может выкрутиться. Но то, как они это делают, я думаю, жители тоже оценят и посмотрят. Они напрямую отвечают на вопрос, либо уходят от ответа. В целом, гражданская позиция тоже есть активная, не безразлична. У меня даже были всегда такие мысли о том, что вот когда жаловались взрослые люди, что там за нас все решили, опять с нами не посоветовались, мы такие бедные, несчастные. Я думаю, а кто, вот будучи еще там ребенком, а кто те люди, которые нами руководят? А почему кто-то нами руководит? И задавалась вопросом, когда еще не разбиралась. А можем ли мы туда попасть? А можем ли мы там что-то привнести, какие-то изменения? А почему-то какие-то люди сидят, обсуждают, а какие-то люди принимают за них решения. И вот эти вопросы меня начали двигать. И вот они привели постепенно к тому, что я делаю. А вам не бывает страшно тогда, когда вы задаете какие-то вопросы? Мы видим разные просто видео, которые вы выкладываете. И бывали и такие, когда ваш напор, ваша напористость, все-таки получить ответ на тот вопрос, который вы хотели бы получить, она злит людей, которые вокруг. Нет вот этого страха? Откуда смелость? Злит ли политиков? То, что злит политиков, меня не волнует уже давно, потому что это моя работа, их реакция – это их реакция. Что касается людей, неприятно иногда, конечно, когда ты опровергаешь, представляешь факты и реальность, а люди не верят и все равно говорят, да, они врут, и опять в комментариях пишут какие-то нарративы, которые, вот только что опровергла, представила факты, доказательства, они опять говорят, да, они врут, потому что они гранты зарабатывают. Что значит эти гранты? Кстати, еще одна из распространенных дезинформаций, связанных с грантами, кстати, с Европейским Союзом тоже. Ответьте, когда вас называют грантоедкой, как вы реагируете на это? Мне смешно уже. Потому что мне как-то писали в комментариях, спрашивали, покажи свою декларацию, мы хотим посмотреть, где находится твоя квартира и машина. Я говорю, нет у меня квартиры, личные машины. Я живу так, как среднестатистический Странно думают житель. они, почему у нее еще нет квартиры и машины? Интересно, как быть молодым журналистом, потому что у них нет еще такой твердой позиции внутренней. Как им реагировать, чтобы не потеряться в этой профессии и не стать такими же журналистами, которые говорят, ой, только не меня по этой теме отправляйте на Как побороть сюжет. этот страх? Ведь его не должно быть, потому что есть законы, которые четко защищают журналиста. И вы это знаете, потому я думаю, что это и подпитывает вас. То есть важно знать те законы, которые определяют тебя как журналиста и дают тебе свободу для работы. Недостаточно знать закон. Там уже какие-то личностные качества, я думаю. Если морально кого-то сильно задевает критика, то люди не захотят. Зависит где-то и от характера, наверное, выдержки. Не все хотят сталкиваться с хейтом. Поэтому закон хорошо, но пока добьешься чего-то, нужно потратить кучу эмоциональных ресурсов, где-то, может, и финансовых. К счастью, у журналистов есть возможность обращаться в Центр независимой журналистики, Ассоциацию независимой прессы для того, чтобы нас поддерживают. Но не все, может, это знают, кто-то просто. А вам приходилось обращаться, правда? Так происходит, что обычно, если какая-то атака есть, сразу эти центры реагируют. И
в какой-то степени от определенных политиков может просто прекратиться. Ну и с другой стороны, мы чувствуем поддержку от этого, конечно, тоже легче в какой-то степени, потому что у нас на местах в Гагаузии мало журналистов, которые в таком формате работают, больше на уровне республики. Алена, вы сказали, что вы имеете активную гражданскую позицию, и это заметно. И заметно было тогда, когда вы только начинали свою журналистскую деятельность, я за вами наблюдала. И вас можно назвать журналистом-акционистом в том числе, потому что вы принимаете активно участие в тех акциях, которые очень непопулярны в Гагаузии. На одной из акций мы были с вами вместе, когда Гюллю Каранфил организовала акцию «За мир», и вы там тоже были. А вот что дает вам, вернее, почему вы принимаете участие в таких акциях? Нужно просто отсидеться. Ну, если я вижу анонс какой-то акции, и я чувствую, что мне это близко, я также мыслю, как эти люди-организаторы, почему бы не выйти и не высказаться. Хочется в какой-то степени сплотить круг людей, которые мыслят так же, как и я. Это очень важно, потому что это, опять же, поддержка и подпитка к тому, чтобы дальше работать и не обращать внимания на хейтеров, которые пишут просто, ну, или проплаченные, либо какие-то политизированные люди, да. Это тоже очень важно. Хочется объяснить представителям общественности тоже о тех процессах важных, которые происходят, потому что там касалась тема войны. Это уже не тот вопрос, который можно отмолчаться, отсидеться, потому что если война доходит до местности, где мы проживаем, мы не можем просто уже подумать, сказать или не сказать. И мне бы очень не хотелось бежать из своей страны и думать, где мне жить и как начинать жизнь сначала. Поэтому в этом отношении хочется, чтобы больше людей начали мыслить реалистично о том, что происходит, о том, что война в Украине, о том, что они сами себя бомбят, как говорится. Поэтому в этом отношении невозможно молчать, потому что дезинформация вот как раз в этой ситуации, она уже в прямом смысле убивает. Другое мероприятие, на котором мы с вами встретились, тоже такая вот тема, которая не собирает большого количества людей, которые приходят посмотреть. Мы с вами встретились на выставке «Лица памяти. Примары гагаузских сел. Жертвы сталинских репрессий и депортаций». И что показалось интересным мне? Мне показалось интересным, что вы пробыли на этой выставке от начала до конца вот этой всей организационной части этого мероприятия. Тогда как меня удивила позиция журналистов ГРТ. Лена снимает. Да, вот вы на этом мероприятии. И меня удивило то, что журналисты ГРТ пришли на это мероприятие, сделали пару съемков и взяли, возможно, какие-то короткие интервью до начала этого мероприятия, но полностью пропустили всю ту официальную часть, где говорилось о том, почему было организовано это мероприятие, где выступали люди, чьи родственники или они сами стали жертвами вот этой большой вот трагедии. Они пропустили этот момент, и вот у меня, как у человека, который видел и смотрел на это со стороны, у меня возник вопрос к журналистам ГРТ. Что же вы показали жителям Гагаузии? Как вы осветили эту тему? Вы же не смогли показать суть, вы не смогли посвятить и дать возможность жителям Гагаузии прочувствовать, что там происходит и как. И почему вы были до конца этого мероприятия? Вот как важно журналисту просто прийти, отписаться за репортаж и это сделать, либо, как Лена Федоровна правильно, на мой взгляд, подмечает, прочувствовать, что это такое. И не только я сказала о том, куда уходит ГРТ, рядом со мной стоявшие люди тоже удивились, а почему они уходят? Мероприятие это только начинается. Да, ректор университета, по-моему, был тоже этим вопросом задался. Говорит, а где же ГРТ? Но одновременно он депутат Народного собрания. Да, замечаю, к сожалению, что касается телевидения, часто вот важно, там есть определенное время, чтобы уложиться в это время, они думают, так, нужно 2-3 комментария, взяли, поснимали для перебивки картинки, да, как говорят журналисты, все, мы уходим. Нам достаточно для материала. То есть мы рассказали, что такое это мероприятие, мы взяли несколько синхронов, да, у людей, вот участников, они рассказали, зачем они находятся, можно уходить. Что касается более глубинного того, чтобы прочувствовать, я часто замечаю, что уходят и не делают этого. Почему это делаю я? Потому что важно не только узнать анонс мероприятия, он был и до мероприятия. Да. Посмотреть, что изнутри, посмотреть, что будет дальше, потому что мы увидели изначально нет представителей власти. Наверное, стало интересно, а кто будет выступать? Наверное, журналисты должны были задаться вопросом, а что там будет происходить? Либо
задать вопросы, А почему нет власти? представителей власти из тех, кто есть хотя бы приближенных, ну или другие какие-то вопросы. Плюс там же выступали внуки репрессированных, и это было от людей, которые знают от первого лица, это все очень важно. Это можно было тоже заснять, показать. Но я должна сказать, что тот журналист, которая работала, затем Полина Барбова сделала с Катериной Франго, которая была тоже на этом мероприятии, как человек, дедушка которого был репрессирован, она делала передачу. Но это другое, да, мы говорим о том, что освещение одного события, особенно общественным телеканалам, должно быть как минимум детально. И мы только что с вами в начале этого выпуска вы говорили о том, что ГРТ на форуме всемолдавском имела 2 камеры, возможно, и 2 корреспондента, но одну из них мы видели на экране. То есть для такого мероприятия у ГРТ есть аж 2 камеры. В выходной день. День, аж 2 камеры. А на мероприятие, которое посвящено было вот такой замечательной выставке, как мне кажется, которая напрямую касается истории нашего народа. Люди пришли, шапочно сделали и ушли. То есть мы понимаем этот дисбаланс не только в журналистике. Понятное дело, что это политика общественного телевидения такая, да? Ну, дело в том, что вот возвращаясь к тому, как освещать события, ведь важно не только рассказать, вот сказали, провели программу. Ну, кто-то может услышать сейчас наш диалог и сказать, что ну вот программу провели, все хорошо, они об этом говорят. Но в программе рассказывали о тех событиях исторических. Хорошо, это нужно знать. Но нужно понимать, насколько у нас помнят эти события на уровне политическом, насколько абсолютно приходят верно. Политики, потому что если они не приходят, нужно подумать, почему они не приходят. И может, нужно задать есть, им вопрос. Да, может, есть какой-то геополитический подтекст, а может, это потом выливается в какую-то дезинформацию, либо в отсутствие информации. Опять же, как это склеивается с фейками о Европейском Союзе и о том, что не говорят о сталинских репрессиях, не говорят о голоде. Это, наверное, как-то связано. И вот как раз это важно, чтобы люди задумались об этом. Нужно показать полностью ту атмосферу, которая происходила, а не только вот в программу пригласить, которой человек расскажет какие-то исторические события. Ну, мы вот с Еленой Федоровной не раз поднимаем какие-то вопросы вокруг ГРТ, но, понятное дело, пока этим не заинтересуются депутаты Народного собрания Гагаузии, ничего с мертвой точки не сдвинется. Хотя есть и радикальные методы. Вот точно так же, как народ может собраться, и народ, который платит эти налоги на 12 миллионов леев, почти 12, содержится это ГРТ, точно так же мы, общественность, можем потребовать срочно заняться тем, как работает общественное телевидение и радио. Потому что это ненормально, когда освещение событий остается без каких-то очень важных элементов. Вы правильно подметили, у любого журналиста должен был бы возникнуть этот вопрос. А почему здесь нет никого из власти? А что власть об этом думает? Власть игнорирует или власть считает, что это не нужно? Так это надо об этом общественности сказать. Еще мы о чем хотели бы сегодня с вами поговорить. Сложная профессия журналиста? Сложно, что скрывать. А почему вы остаетесь на этой позиции? Я знаю очень много журналистов, которые молодые начинали, а потом они перешли в какие-то другие сферы деятельности, может быть, тоже общественной, но не журналистской, потому что и многие из них называли вот эту сложность, да, что надо постоянно быть на острие, и надо постоянно быть с кем-то там вот в конфликте, потому что ты должен задавать неудобные вопросы, а не нравится политикам, когда им задают. Вам это что дает? Мне это, не знаю, так сказать однозначно, что мне дает. Я просто не могу этого не делать, потому что я говорю, вот эти вопросы, которые у меня возникали еще давно, о том, что кто-то где-то сидит, управляет нами, принимает решения на уровне Гагаузии, на уровне Молдовы, а мы не разбираемся в этом, мы никак не участвуем. недостаточно просто пойти проголосовать, нужно разбираться. А кто знает, может человек, если разбирается, информируется постоянно, захочет попробовать не просто исполнять, быть законопослушным гражданином, а принимать решения, пойти дальше. Это тоже важно. Откуда берутся лидеры, президенты, депутаты? Из таких, может, любопытных людей, неравнодушных. Почему кто-то уходит из профессии? Я думаю, потому что, во-первых, нужно постоянно быть информированным обо всем, что происходит. Это может быть вечер, нерабочее время, могут быть выходные, а ты планируешь какие-то себе мероприятия, но нужно постоянно корректировать эти планы. Нужно, ты пару раз возьмешь комментарий, находясь в Камрате, он небольшой, Гагаузия. Ты наживаешь врагов. Вот.
И причем это не только на уровне власти, это ты можешь зайти, да элементарно, когда началась война России против Украины. Я заходила в магазины, на меня уже косо смотрели, я слышала, как перешептывались о том, что эти, смотрите, эти предатели. Ну, кому это надо, чтобы это выдерживать? Это только если очень такая вот, опять же, очень-очень активная позиция и самосознание о том, что я не хочу быть пассивным, чтобы за меня все решали. А бывает ли какая-то вот работа, которую вы проделали? Допустим, вот работали над материалом для программы «Сыворотка правды» и так далее. И вы действительно почувствовали, что то, что вы сделали, дало результат, и вы чувствуете радость от своей работы или удовлетворение от того, что вы делаете? Буквально вчера мы собирали вокс для «Сыворотки правды». Подошли к мужчине, он пожилой, и он начал рассказывать вещи такие, какие они есть. Что касается выборов, народное собрание, проблем, диалога с Кишиневым. Я потом спросила, а где вы информируетесь об этих вещах, что вы так все понимаете и знаете? И он рассказывает и про то, что не было кворума. То есть такие вещи, это нужно хорошо вникнуть. Он говорит, я слушаю радио Молдова Камрад. Ну, мне вот, очень приятно стало. Я как раз хотела спросить, а почему вы, собственно говоря, многие журналисты выбирают фриланс, потому что это удобно, да? На вопрос, вернее, ответ на вопрос, почему вы в расследовательской журналистике, мы поняли, а почему вы на радио Молдова Камрад? Новое радио, у которого еще нет какого-то такого бэкграунда, скажем. Почему вы там? Я попробовала себя в разных сферах, в том числе в сфере фриланса. Почему здесь? Потому что, все-таки это конкуренция все-таки общественному радио, телевидению. И в преддверии, как раз когда я пришла работать, у меня в процессе было расследование о ГРТ. Угу. И о том, звезды сошлись. Да, и вот на этом фоне, о том, как я видела, какую дезинформацию они транслируют, я подумала, почему бы не поучаствовать в таком альтернативном радио, и там, где мы можем изменить то, что происходит, изменить мышление людей в автономии. Почему бы не примкнуть? Ведь это не только «Сыворотка правды», это и программы, и не только политические, это и на гагузском языке, и развлекательные, и разные культурные. И я подумала, вот именно в этом и плюс, что тут не только политика, допустим, я пишу какой-то политический материал, кто-то хочет читать политический, кто-то не хочет. А если человек подписан, слушает площадку, которая транслирует различные темы, приглашает различных людей, наверное, там уровень доверия тоже повышается. Я, проанализировав это, подумала, что это было бы интересно попробовать в таком формате. А насколько политики открыты и участвуют, принимают приглашение участвовать в ваших передачах? Некоторые принимают, не отказываются совершенно. Представителей исполкома у нас никого не было за целый год. Вы не приглашали? Мы приглашаем постоянно. А какие ответы дают? Например, сказал, мне это не интересно. Другой тоже сказал. А нам он сказал, что он не наш единомышленник. Мы удовлетворились этим. Не хотят. Кто-то говорит мне не лично, когда отказываются, а приближенные к органу власти, говорят, они не хотят этих вопросов. В частности, после каких-то ситуаций, когда там у вас кто-то убегал из эфира, что-то вы спросите, зачем человеку нужно вот это вот, он не знает, что ответить. Не хотят. Знаете, не возникает ли... Вот мы сейчас с вами говорим о радио Молдова Камрад, которое является общественным телевидением и радио. Но для общественного телевидения и радио исполнители, члены исполнительного комитета, депутат Народного собрания Гагузии, то есть представители власти и местные органы власти в том числе, просто обязаны давать комментарий. То есть вот этот ответ на вопрос «я не люблю телевидение», как нам сказал один из депутатов Народного собрания Гагузии, вы можете не любить телевидение, но вы, как ответственное лицо, член президиума, вы обязаны давать эти комментарии журналистам, потому что вы отвечаете за то, что обязаны освещать журналисты. Я вот подумала, может быть, нам, журналистам, нужно инициировать какие-то такие предложения, чтобы законодательно это закрепить. Не могут люди, которые осознанно шли на депутатскую работу либо на исполнительную, не могут они говорить, я не публичный человек, я не люблю. Вы публичный человек, вы по роду функции своей публичный человек. На законодательном уровне мы можем официальный запрос направить, и они не могут не ответить, тогда мы можем уже подать в суд. Но если мы приглашаем в эфир, они могут и отказаться, там уже нечего сделать. А эфир, это, конечно же, интереснее. В официальном ответе они никто не коротко письма. ответят, какие-то цифры представят вообще, которые не соответствуют вопросу, и все на этом.
И этот ответ нужно ждать сколько дней? До 30, по-моему, или до 20. Тема, которую вы хотите раскрыть, она уже вышла и перестала быть актуальной, возможно? Да, конечно, актуальной. Надо сказать, что журналисты в Молдове, с которыми я общаюсь, говорят, что сейчас, последние годы, очень быстро отвечают чиновники на те или иные вопросы. Гагаузия пока этим похвастаться не может. Во всяком случае, мы с Ленферной имеем один опыт. Вместе с нашими коллегами с ПРО Гагаузия ровно месяц отвечало управление сельского хозяйства на один запрос. Ровно месяц. Когда есть и 10 дней, есть и 5 дней, и при большом желании, и при наличии специалистов, как они говорят, а там 18, у кого-то 20 человек в управлениях, можно отвечать и нужно отвечать быстрее. Все дело в уважении законов, и все дело в уважении тех налогоплательщиков, за деньги которых вы содержитесь, и идеи которых вы должны продвигать. Давайте завершим нашу дискуссию вот таким вопросом. Журналисту в Гагаузии сегодня сложно в чем? Или легко работается? Сложно в чем? Сложно, если ты не определился с тем, зачем ты это делаешь, я думаю. Если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, какие бы ситуации ни происходили, или сложности, хейт, ты понимаешь, что просто по факту, да, это происходит. Да, это происходит, потому что там кто-то не согласен, кто-то специально натравливает политических лиц. Понять, зачем ты это делаешь, и делать, и в этом сложности не будет. Если ты сомневаешься, насколько тебе это надо или не надо, то кризисы будут повторяться, и все-таки человек будет уходить. Мы говорили о радио Молдова Камрад. Я видела, как не раз появлялись объявления, что радио Молдова Камрад ищет журналистов. А у нас есть Камрадский государственный университет, который, как мне кажется, сейчас не готовит журналистов. Какая-то такая попытка была. Михаил Влах, подготовленный Камрадским госуниверситетом журналист. Как эта проблема решается сегодня в автономии, как минимум с кадрами для радио Молдова Камрад? Проблема решается так, что журналисты уже, которые были сформированы, они в основном те пришли, а есть новые кадры, которые обучаются на месте, наверное. Пришли и, на удивление, сразу начали работать. То есть зависит еще это люди от таланта без образования. С образованием, которое зависит еще от таланта. Есть и молодежь. Но, конечно, зависит поддержка, насколько редакции готовы обучить и поддержать, потому что не везде готовы обучить. Поэтому это тоже играет роль. Почему мало журналистов в целом в Гагаузии? Потому что, если посмотреть на наш так называемый центр независимой прессы, который называется в автономии, кто туда пойдет? Но если вы говорите о господине Перроне, то давайте не относиться серьезно к этому центру, как к центру журналистскому. И дискредитирована немного профессия, и хорошо, что есть Ассоциация независимой прессы, Центр независимой журналистики в Республике Молдова, который поддерживает, который организует различные тренинги для того, чтобы повышать свою квалификацию, получать опыт и работать дальше. Без этой поддержки было бы очень сложно. Вы сказали чуть выше о том, что радио Молдова Камрад — это своего рода такая небольшая альтернатива, небольшая, может быть и большая, альтернатива общественному телеканалу ГРТ в Гагаузии. Вы верите в силы радио Молдова Камрад, что радио Молдова Камрад могут слушать и получать большее доверие, чем ГРТ? Я верю в это, я уже вижу. Есть отзывы, есть политики даже, которые сначала неохотно приходили, но они приходят и говорят: мы сначала не хотели, боялись вопросов, но мы понимаем, что если избиратели смотрят, и мы идем туда, где нам неудобные вопросы задают, и мы все-таки посещаем, мы пытаемся ответить, все-таки, наверное, к нам тоже будет большее доверие. Поэтому там, где мы приходим, задают одни и те же вопросы, никому уже не интересно. Они тоже выходят из зоны комфорта, приходят, а жители, повторюсь, на Воксе, когда мужчина рассказал, просвещенный мужчина. Да, просвещенный, процитировал все, что происходило, и сослался на то, что нас слушает, это было очень приятно. Поэтому, один из эффектов. И когда открывалось радио, мы собирали воксы, в том числе представителей из диаспоры, и мои знакомые говорили, что мы очень рады, что открывается. Потому что на тот момент, когда мы там находились, нам было уже неинтересно, к сожалению, потому что для молодежи слушать какие-то повторяющиеся эфиры, которые мы уже слушали, нам неинтересно. Актуальные вопросы не поднимаются. Что мы будем слушать? Чем будем интересоваться? Но скоро, как мы понимаем, радио Камрад станет вещать и на Чадарлонгу. Да. В скором времени это очень радует, что смогут жители Ичедунского района в том числе слушать о происходящих событиях, информироваться и быть вместе с нами. Пока
Можно подписываться на страницу Радио Молдова Камрад в Фейсбуке и на других платформах, потому что есть и аналитический контент, и развлекательный, поэтому на любой вкус и настроение можно посмотреть и послушать. Ну, Лен, мы желаем успеха в первую очередь вам как журналисту, которого мы сегодня пригласили в студию. Мы действительно с Леной Федоровной обсуждаем вашу смелость, гражданскую, журналистскую, и знаем, что благодаря таким журналистам быстрее жители Гагузской автономии поймут, что такое правильная информация. То есть информация, которая подается с дозой разных мнений, и тогда это какой-то эквивалент середины и правильного выбора людей, может быть. И успехов в радио, в котором вы работаете, и пусть журналистов молодых, таких активных, будет больше, потому что это нужно нашему обществу. Да, спасибо за приглашение. Было приятно с вами пообщаться, и приятно, что есть единомышленники, что мы, журналисты, можем пообщаться вместе вот в таком формате, и еще раз какие-то выводы для себя сделать, и идеи, конечно же, разработать новые для и сотрудничества, и просто друг друга поддержать. Да, нас, единомышленников, должно быть больше. Мы это всегда говорим в этой студии. И на этой ноте, друзья, завершим этот выпуск. Я, Екатерина Жекова. И я, Ирина Карами. Говорим вам до встречи. Единомышленников должно быть больше, поэтому предложите вашим друзьям тоже подписаться на наш канал, если вы это уже сделали. Ну и ставьте лайки, друзья, это помогает продвигать наш проект. До встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.